Здравствуйте, меня зовут Валентина Варламова, учитель начальных классов 5-й школы города Якутск. Свою педагогическую деятельность я начала в 2018 году в 31-й школе. В данное время работаю в 5-й. Я выросла в окружении педагогов с детства, поэтому, наверное, я впитала в себя всю любовь к данной профессии. Выбор стал очевиден для меня. Скорее всего, это выпустить достойного гражданина нашей страны. Считаю, что это высокая цель. Учителями не рождаются, ими становятся, я в этом убеждена. Почему? Потому что если человек желает, есть большое желание быть учителем, в нем должны быть прокачаны несколько навыков. Это коммуникация, умение на высоком уровне прокачаны, это коммуникация, глубокие знания своей предметной области и стремление узнавать что-то новое, стремиться. И тогда успех обеспечен. Учеников в классе у меня 31, зрительный контакт в течение всего учебного дня поддерживаю с каждым учеником, а так, чтобы пообщаться на общие темы, узнать, как у него дела, скажу так, что перемен не хватает. Допустим, если какие-то проблемы остро стоят у одного ребенка, этот ребенок, точнее, с этим ребенком я общаюсь первым потоком, а потом вижу, что достаточно хорошо себя ведут другие ребята, на следующий день могу поговорить, через день и так далее. То есть в течение всей недели я стараюсь захватить всех учеников и пообщаться с ними на личные темы и поговорить в целом о жизни. В профессии, наверное, общение с детьми. И тот момент, что я передаю знания таким маленьким детям, то есть придаю данному бриллианту огранку. Это проспать урок. Думаю, все учителя боятся проспать урок, хотя в моем случае биологические часы у меня будет в 5 утра. Когда работала еще со второй смены, я опоздала на урок, наверное, это на 2 минуты. Поэтому... Это был единственный случай? Это был единственный случай. Было огромное желание остановиться и взять дополнительные выходные дни, чтобы восстановиться. Он должен любить свою профессию, уважать детей и в целом делать то, что ему действительно нравится. Поэтому, если приходить в школу без желания работать, общаться с детьми, с коллегами, то, наверное, учитель, он должен, точнее, поменять свою сферу деятельности. В моем случае нет плохих и хороших учеников, и нет удобных учеников, и неудобных учеников. Я слышу это в обществе. И это неправильно. Скажу так, что это зависит от профессионализма учителя. Я с этим не встречалась, у меня нет любимчиков в классе, ко всем одинаковое отношение. А так, чтобы был любимчик, я не слышала у коллег. Если бы я стала, допустим, такой вариант, я бы, наверное, взяла под свой личный контроль повышение статуса учителя. На сегодняшний день я слышу такие комментарии, что вы, учитель, предоставляете определенные услуги, и пожалуйста, делайте. Я бы, скорее всего, работала над тем, чтобы родители поменяли свою точку зрения на всю систему образования. Как-то так. Я выпустилась, как вы сказали, не так давно. Поэтому большой разницы я не вижу. В целом, наверное, поменялось просто оценивание знаний учеников. И методики преподавания остались такие же. Может, сейчас что-то современное пришло и так далее. В целом, все так же. Самое главное в школе, наверное, начну с одного выражения, что школа начинается с лиц, с людей. Самое главное в школе – это учителя, ученики, администрация, родители и техперсонал. У меня всегда есть страх того, что я не знаю, я не держу под контролем эмоции всех людей, я не знаю, с каким настроением придет человек, что он будет говорить и так далее, с каким настроем. Поэтому всегда на родительских собраниях и когда встречаюсь с родителями, я доброжелательна и я открыта к диалогу.
Вот. И здесь, наверное, еще хочу обратиться к более неопытным своим коллегам, что на зло и на негатив не нужно отвечать негативом и злом, поэтому все потом после образуется в большой комок ненависти, нелюбви к школе и так далее, и будут свои последствия. Скорее нет, чем да. Город у нас маленький, и досуговых мест у нас достаточно мало, и, конечно, бы мне хотелось в свободное время, выходные дни посещать их, но, к сожалению, я этого сделать не могу, потому что вероятность велика, что я встречу своих родителей, может, их знакомых, и они могут увидеть меня и подумать: вау, учитель ходит по таким местам. Скажу так, что учителя такие же обычные люди, как и тот же самый родитель. Мы тоже желаем одеваться как-то попроще. Кстати, насчет попроще, если действительно я хочу расслабиться, у нас по пятницам свободная форма, и я прихожу в джинсах, в толстовке, и это в целом нормально. Важную роль играют все участники образовательного процесса. Это и ученик сам в первую очередь, учитель и родитель. А в плане воспитания в первую очередь важную роль играет родитель. Наверное, художественная литература называлась бы «Учитель и родитель ВС». Перелопатив весь интернет, все чаты и все сообщества, которые есть у нас по городу, я поняла, что, оказывается, это поприще пустует. Вот. Я подумала, почему бы нет, ведь есть у меня желание и вроде бы какие-то определенные навыки, которые способствуют развитию данного проекта. Проект «Из первых уст», где я рассказываю о жизни простых учителей и также знакомлю вас с такими же простыми учителями, которые нас окружают. Всем привет! Я Валентина Варламова, это проект «Из первых уст». И в этом выпуске вы узнаете, как проводят свои долгожданные летние каникулы. В этом выпуске речь пойдет о школьниках Кусюрской средней общеобразовательной школы. Желаю вам удачи. Спасибо. 3 важных момента – это, скорее всего, коллективная работа, вот, адекватная оценка своих результатов и результатов своих одноклассников и уважение друг к другу. Я все вижу, я прекрасно все слышу на каждом уроке. Иногда я просто в виде исключения делаю вид, что я ничего не вижу и не слышу. На самом деле все под четким контролем. Первая встреча с учеником произошла в конце августа. Подошла ко мне завуч и познакомила меня с учеником. И в этот момент я ощутила огромный прилив волнения. Я поняла, что 1 сентября меня ожидает не один такой маленький беззащитный ребенок, да, который пришел из садика, а их 30 или даже больше. И в этот момент я поняла, что надо очень ответственно относиться вообще в целом к своей работе, к своей деятельности.